Прошу всех встать. Садись, встаньте, встаньте. Соглашается определение Конституционного суда. О рассмотрении ходатайства постоянного представителя Джовхар Кенеша Кыргызской Республики в Конституционном суде Сыранова Самата Кыштыбековича о проведении судебного заседания на государственном языке по делу о проверке конституционности пункта 8 части 1 статьи 32 Конституционного закона о государственном языке Кыргызской Республики. 8 мая 2024 года, город Бишкек. Конституционный суд Кыргызской Республики в составе председательствующего Сканбаева, судей Айдарбековой, Бубукеевой, Дюшеева, Джолдошева, Хасмалиева, Кадырбаева, Шашиналиева, пресс-секретаря Мамыталы Кызы, Камила, рассмотрев в судебном заседании ходатайство постоянного представителя Джовхар Кенеша в Конституционном суде Сыранова о проведении судебного заседания по делу о проверке конституционности пункта 8 части 1 статьи 32 Конституционного закона о государственном языке на государственном языке установил. В ходе подготовки дела о проведении конституционности пункта 8 части 1 статьи 32 Конституционного закона о государственном языке в связи с обращением Исакджанова к судебному заседанию поступило ходатайство от постоянного представителя Джовхар Кенеша в Конституционном суде Сыранова о проведении судебного заседания на государственном языке. Сыранов отмечает, что в соответствии со статьей 4 Закона о государственном языке государственный язык Кыргызской Республики подлежит обязательному использованию, в том числе и в судопроизводстве. В этой связи в целях использования государственного языка и реализации государственной политики по развитию государственного языка Сыранов просит провести судебное заседание по рассматриваемому делу на государственном языке. Конституционный суд, обсудив доводы, изложенные в ходатайстве Сыранова, выслушав мнение обращающейся стороны, приходит к следующим выводам. В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона о государственном языке, судопроизводство в Кыргызской Республике ведется на государственном языке, при этом официальный язык может использоваться в соответствии с процессуальным законодательством Кыргызской Республики. Согласно части 1 статьи 14 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, конституционное судопроизводство осуществляется на государственном языке. По ходатайству участников судопроизводства может осуществляться на официальном языке. Обращающейся стороной по данному делу является гражданин Кыргызской Республики, ходатайство которого было составлено на официальном языке и явилось основанием для возбуждения конституционного судопроизводства. Также по его ходатайству и при отсутствии возражения стороны ответчика подготовка дела осуществлялась на официальном языке. Ходатайство же представителя Джовхар Кенеша по проведению судебного заседания на государственном языке поступило перед первым заседанием Конституционного суда по данному делу. Учитывая настоятельную позицию заявителя о проведении судебного заседания на официальном языке, а также приоритет прав и свобод человека и гражданина как высшей конституционной ценности, часть 1 статьи 23 Конституции, руководствуясь статьями 14, 34, 48, 49, частью 1 статьи 52 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд Кыргызской Республики определил отказать в удовлетворении ходатайства постоянного представителя Джовхар Кенеша в Конституционном суде Сыранова Самата Кыштыбековича о проведении судебного заседания на государственном языке по делу о проверке конституционности пункта 8 части 1 статьи 32 Конституционного закона о государственном языке Кыргызской Республики. Настоящее определение является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента подписания рассмотрения данного вопроса и Прошу всех встать. разрешения этого